Глава Ингушетии Махмуд Али Кариматов поздравил ингушских волонтеров с праздником. Цитата. 5 декабря отмечается День волонтера, установленный указом президента Владимира Путина. Волонтеры – это отзывчивые, благородные, сильные духом люди с широкой душой. В Ингушетии насчитывается 16 волонтерских организаций, которые объединили более 10 тысяч человек разных возрастов. Дорогие волонтеры Ингушетии, ваша деятельность достойная и бескорыстная, и это пример для многих. Вы всегда оказываете помощь при организации различных региональных мероприятий, сбор гуманитарной помощи, экологические акции, патриотические, спортивные и культурные события. Искренне благодарю вас за яркий пример гражданской активности и ответственности. Желаю вам неиссякаемого оптимизма, удачи, счастья и благополучия. Ингушский филиал Рослесозащиты ведет работу по внесению изменений в лесной план республики, сообщила Минприроды Ингушетии в своем телеграм-канале. Изменения коснутся структуры органа государственной власти республики в области лесных отношений, так как существующий лесной план разработан в период функционирования Комитета лесного хозяйства республики. Планируется корректировка нескольких разделов, включая пересмотр объемов лесозащитных мероприятий и мероприятий по воспроизводству лесов. Работа будет завершена до конца текущего года. Правительство выделило более 5 миллиардов рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Выделенные средства позволят просубсидировать ранее выданные импортерам кредиты на 140 миллиардов рублей и сохранить для заемщиков льготную ставку. В 2024 году на поддержку этой программы в федеральном бюджете было предусмотрено более 14 миллиардов 600 миллионов рублей. Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции правительство запустило в мае 2022 года, чтобы помочь предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов. В России запустили сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта. Челябинская область стала первым регионом, где запустился сервис. По итогам пилотного проекта сервис будет масштабирован и на другие регионы страны. Для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ. После идентификации у оператора центра сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это повысит скорость обслуживания посетителей и упростит процесс получения услуг. Использование биометрии добровольно – эта опция дополняет уже существующие способы обслуживания. Министерство науки и высшего образования утвердило новый порядок приема вуза на программу бакалавриата, специалитета и магистратуры. Он будет действовать с 1 марта 2025 года до 1 сентября 2029. Документ устанавливает единые сроки приема документов, публикации конкурсных списков и приказов о зачислении на разных этапах. Так, при поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема закончить прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, вузы должны 2-3 августа. Основной этап должен завершиться 6-7 августа, а дополнительный 10-11 августа. В Госдуме предложили ввести новогодний семейный бюджет, разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми и доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров. Отмечается, что в конце года в федеральный бюджет возвращаются значительные объемы неиспользованных средств. По итогам 2023 года эта сумма составила 603,5 миллиарда рублей. Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. Мошенники воспользовались этой традицией, сообщают эксперты. Аферисты создают в Telegram лжеаккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, от их имени предлагая клиентам принять участие в розыгрыше. Согласившиеся оказываются удивительно удачливыми. Им сообщают о выигрыше, а затем пытаются выудить личную информацию. Эксперты призывают воздержаться от разглашения кому бы то ни было конфиденциальной информации, вне зависимости от того, насколько привлекательным покажется потенциальный приз.